Пресс-служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. База футбольного клуба «Алания» нуждается в реконструкции. Об этом сегодня говорили на заседании правительства Северной Осетии. Пока ремонт остановили из-за банкротства клуба. Сейчас база в руках детской спортшколы «Спартак Алания». Как решается вопрос с восстановлением тренировочной базы в материале Яны Гагиевой. В преддверии Дня учителя лучшим педагогам Северной Осетии вручили федеральные и республиканские награды. Грамоты получили финалисты конкурса «Лучший учитель-2014». После торжественной части для преподавателей подготовили концерт классической музыки. В Беслане стартовали чемпионаты первенства Северной Осетии по рукопашному бою. В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов. Они представляют школы боевых искусств со всей республики. Эти и другие темы далее подробно. Правительство Северной Осетии сегодня внесло поправки в транспортный налог. В законе появились новые пункты. Кабмин одобрил процентные ставки для водных видов транспорта, а также для некоторых автомобилей. По предварительным данным, это позволит принести в бюджет республики порядка 30 миллионов рублей. Изменения коснулись и налога на имущество организаций. Норма затрагивает административно-деловые здания, офисные центры, а также нежилые помещения, в которых появятся торговые объекты. В настоящее время, в соответствии с действующей редакцией нашего закона, налогооблагаемая база является среднегодовая остаточная стоимость объекта налогообложения по ставке 2,2%. Указанные изменения позволят существенно при случае их реализации повысить доходную часть республиканского бюджета. Предварительная оценка составляет 300 миллионов рублей. Сегодня же Кабинет министров одобрил поправки в программу содействия занятости населения. Теперь на организацию рабочего места для инвалида из федерального бюджета будут выделять 100 тысяч рублей. Кроме того, правительство приняло решение дать старт реконструкции базы футбольного клуба «Алания». Работы начались еще в прошлом году, однако в итоге в связи с отсутствием средств стройку заморозили. После банкротства команды разрушенная база перешла к детской спортшколе «Спартак Алания». Теперь там будут тренироваться юные футболисты. На ремонт заложены деньги в бюджетах 2015 и 2016 годов. Планируется, что Сбербанк даст кредит строительной компании, а затем правительство республики в течение 3 лет выплатит эту сумму. Яна Гагиева, Маскочиев, Осетия ТВ. Заслуженный работник образования Северной Осетии. Награда, которая говорит сама за себя. В трудовой книге Лидии Уртаевой всего одна запись. Более 30 лет работы в школе. Сегодня учитель биологии в селении Даркох в числе лучших. В 1970 году, как я начала работать, на сегодняшний день я работаю. И работаю с удовольствием. Я люблю очень детей, потому что, понимая то, что они завтрашний наш день, я стараюсь всегда угождать моим деткам, и я не могу без них, хотя бы когда вот во время каникул, в этой тишине я не могу находиться в стенах моей родной школы. В преддверии Дня учителя лучшим педагогам Северной Осетии вручили федеральные и республиканские награды. 11 учителей удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Северной Осетии». Еще 14 – почетные работники общего образования Российской Федерации. Да, данное мероприятие мы проводим ежегодно, и, соответственно, мы стараемся, чтобы именно к этой дате мы как можно в большем количестве чествовали наших учителей. Да, я всех наших учителей, все педагогическое сообщество республики поздравляю с этим днем, с Днем учителя, с Днем дошкольного работника, с Днем воспитателя, который был фактически накануне. И, конечно же, хотел бы пожелать здоровья, благополучия и успешных учеников. В этот день наградили и победителей конкурса «Лидер в дошкольном образовании». Грамоты получили и финалисты конкурса «Лучший учитель-2014». После торжественной церемонии педагогов ожидал приятный сюрприз – концерт классической музыки. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Вадим Джиоев, Осетия ТВ. В кинотеатре «Терек» с успехом прошла премьера российской комедии «Смешанные чувства». На показе присутствовал один из актеров – наш соотечественник Вадим Цалати. Его появление в начале фильма зрители встретили аплодисментами. На показ пришли не только заядлые киноманы, но и родственники Вадима. Поэтому актер назвал премьеру домашним просмотром. Сыграть роль в картине «Смешанные чувства» предложил друг, режиссер Георгий Малков. Это первая полнометражная лента в фильмографии Вадима Цалати. Ну, о картине, значит, 2 совершенно разных человека. Один хулиган, бывшая звезда 90-х, а другой правильный такой ботан. И они начинают чувствовать одно и то же. И, то есть 2 совершенно разных человека, и с ними происходит одно и то же. И вот как они на это
реагируют. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. С премьерой актера поздравили представители Министерства культуры республики. Аким Салбиев предложил Вадиму Цалати приехать в Северную Осетию с театральным проектом. Сам же актер поделился своей давней мечтой – переснять «Фатиму». По его словам, для этого нужна хорошая команда с опытом. Однако Вадим Цалати уверен, уже через несколько лет в республике появится хорошее кино. Залина Губурова, Мадина Базаева, Ацамас Шипшев, Осетия ТВ. Dance of Desire – необычное ирландское танцевальное шоу. Это спектакль, в котором мастерски соединены фантастическая хореография, прекрасная музыка и оригинальные костюмы в сочетании с современными спецэффектами. Шоу дебютировало в Дублине в 2003 году. В основе сюжета древний кельтский миф. Пьеса строится на вечной борьбе между добром и злом. Здесь есть все – предательство, романтика, интриги, волшебство. В коллективе танцовщики из разных стран. Имена некоторых в двадцатке лучших танцоров мира. There's 25 cast members altogether, boys and girls, all from different places. Ireland, America, Australia, Serbia. We've come to Russia a week ago. We've been to Sochi and where were we first? We have been to Rostov-on-Don and St. Petersburg so far. And we plan on touring the rest of Russia over the next month. В зрительном зале практически не было пустых мест. Отточенные движения и артистизм танцоров покорили зрителей с первых минут. Многие из них увидели ирландские танцы впервые. Именно вот на таком мероприятии я в первый раз. Ирландские танцы для меня, наверное, что нечто невероятное, потому что у них и хореография совершенно бесподобная, как они танцуют, как они синхронно все делают. Наверное, это одно из лучших, что я могла увидеть, ну, по крайней мере, вот именно у нас в Осетии. Арабиан, балет, латино, танго и венгерские народные танцы. Все это в одной пьесе. Смешение стилей и жанров подчеркивает характер, делая повествование красочным и зрелищным. Wait for our show on Ossetia TV. Ирина Дзабаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе Беслана стартовали чемпионаты первенства Северной Осетии по рукопашному бою. В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов. Они представляют школы боевых искусств со всей республики. В течение 3 дней, сегодня, завтра и послезавтра, здесь проходит чемпионат и первенство Республики Северная Осетия по рукопашному бою. Разные возрастные группы, люди, которые уже имеют опыт, и люди, которые первые 2 года занимаются. Поэтому, особенно сегодня, молодежь, мы среди них смотрим перспективных ребят, но в то же время мы всегда ждем новых людей, ждем новое поступление спортсменов из числа школьников, младшего, среднего и старшеклассника. Так что вот эти 3 дня нам покажут, как будет выглядеть общая картина по республике, какая команда из действующих у нас секций по районам, какая команда займет первое место. В первый день турнира определились победители в нескольких весовых категориях. В конце октября они представят нашу республику на чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа по рукопашному бою, которые пройдут в Ставрополе. Елена Черенкова, Елена Гаглоева, Ацамас Шипшев, Осетия ТВ.